Всем привет, друзья! Сюрдикёл Массира. А сегодня у нас маленькая распаковка после Беркута. Я там не была очень давно. Сегодня с мамой поехали и почти сразу приехали. Долго ходить она не смогла. Ну, конечно, без покупок не обошлось. Здесь, как всегда, мои любимые бублики без начинки. Вот такой хлеб купили. Кто будет на Беркуте, я вам советую. Это обыкновенный черный кирпичик. Его готовят в Грозном, но он очень-очень вкусный. Одну булку мы уже начали. И вот такую лепешку купила. Это я еще мало сегодня купила. Просто руки были заняты. С одной стороны пакеты, с другой стороны маму поддерживала. Вот эти фрукты купила. Не собиралась, просто увидела старую знакомую, думаю, надо ее поддержать. Бананы не помню поскольку. Вот эти абрикосы, посмотрите, какие большие, красивые, просто прелесть. Еще не пробовала. Абрикосы по 350, в другом месте бананы были по 150, эти, наверное, тоже так. И черешню купила. Черешня была дороговатая. 700 рублей килограмм. Я вообще не люблю по килограмму, по полкилограмма брать. Я люблю купить там ведро, допустим, и самой поесть, и угостить родственников, соседей, детишек. Но сегодня из-за того, что я торопилась, чуть-чуть, думаю, на пробу возьму и поддержу как раз свою знакомую. В общем, черешня 700 килограмм, абрикос 350 рублей. Вот этот поднос вышел на 1000 рублей. Просто для поддержки человека купила. Вот орешки нам нужны были. На Валбересе побоялась заказывать, чтобы не прислали какие-нибудь китайские. Орехи были 600, 700 и 900 рублей за килограмм. Мы будем их перемалывать с сухофруктами. Сейчас покажу. Чернослив, курага у нас есть. Моем, сушим и перемалываем все вместе. Очень полезная смесь получается. Раньше называлась смесь Амосова, но мы туда добавляем все, что у нас есть. Если есть сушеный инжир, если есть сушеную дыню, все добавляем. Там не только паста Амосова получается, вообще витаминная бомба. Самое главное, зашли сразу в новый магазинчик. И там было очень-очень много чаев. Я для вас сняла ролик, потом выложу попозже. У мамы закончился зеленый чай, почти закончился. Она начинает паниковать. Привыкла, что я покупаю много, что у нас всегда есть запас. В общем, у нее началась паника. Я сразу заказала на Озоне уже несколько дней назад. 2 вида чая прибыло, но неохота идти на Озон. А сегодня грех не купить было, раз зашли в магазин, смотрите. Названия не знаю, с разными добавками. Купила 5 видов зеленого чая с лимоном, с имбирем, с чем-то еще. И один вид темный каркаде, даже не черный, а больше каркаде. Чаи были от 900 рублей до 1500 рублей. Потом предлагали какого-то графа Орлова, но этот чай вонял как духи, честно говоря. Я вообще, будете смеяться, пью только чай нури, без всяких добавок, без бергамотов, без ничего. А мама любит вот эти душистые чаи заваривать, особенно зеленые. Ну и тети в гости приезжают, они вот так любят чаи. И сейчас я вам еще покажу, сейчас это уберу, протру. Покажу еще кое-что купила для мамы. Девочки, этот обзор будет интересен вам. Купила вот такие домашние платья для мамы. Платье а-ля ночнушки, но летом будет очень удобно. Конечно, она возмущалась. Одну хватит, больше не надо. Вот эти были 2 последние. Вот такая красивая вышивка, не знаю, видно, не видно. Сейчас уже вечер. Если потемнеет на улице, вообще будет отсвечивать. Такой старо-розовый цвет, или грязно-розовый называют. Этот сероватый такой, но не голубой, больше сероватый. А вот это чуть-чуть другое качество.
Тут материал поплотнее, но тоже такие оборочки, всякие финтифлюшечки. В общем, купила все разные большие размеры. Мама любит все свободное. Но летом же и удобно. День несколько раз стирать, менять. У нас бывает аномальная жара. Тут 70-й, тут 66-й, тут, по-моему, поменьше. 62-й. Все есть свободное. Все платьюшки большие, но очень мягкие и удобные. А потом я без нее поеду и еще, чтобы она не возмущалась, не паниковала, что я трачу много денег. Раньше, когда я работала, после работы всегда шла через Беркут с медсестрой или сама. Ну и, естественно, покупала все, что нужно и не нужно, и тащила эти пакеты домой. А сегодня я хотела для вас снять Беркут. Я хотела вывести маму хоть чуть-чуть на прогулку, но у нее сил не хватает, чуть-чуть только прошлись. И я хотела поснимать для вас сразу. В общем, шла с пакетами, с мамой, ну как смогла, так и сняла. Вот такая у нас мини-распаковка получилась. Что по ценам, кому интересно, спрашивайте. Вроде все рассказала, показала. А по поводу черешни сказать, что это какой-то сорт бычий глаз или бычье сердце, не знаю. Ну что, главное, что не червивая, а то я брезгую. Хоть говорят, что черви тоже полезны для здоровья, типа белок в организме. Но я каждую черешенку ломаю пополам, смотрю, что внутри, и так только ем. Но это уже как бы невкусно получается. Клубнику еще ем и ем, еще буду есть неделю. Угощаю тетю, угощаю подруг, кто в гости заходит, все объедаются клубникой. А сейчас весь вечер и полночи буду выкладывать для вас ролики. Пишите комментарии, друзья, ставьте лайки. Обязательно смотрите длинные ролики, а то там короткие шорты набирают много просмотров, а длинные видео очень мало просмотров.